يخبيها بريس كونفرنس خود نيابر جيبي جوار زحت نكلك يقنا بس نحن نتكرر تريت سردر مينستر إما بنجز أبسناك بيتسردر سرون أي خشالة ويزرخ يعيد المينستر أكبر خطبه دميتري غرامي المينستر خطبه ميديا تشينجيلي يخا حزلت شاجرت يعتخوي روباسكي زي خشالة شدا قالوا أوس مبقت يختص دوني قالت أتصار مينستر ز إبش عند كارزي جزء حطولا جاي مبقان أبسنا أكبر أتصار درت صالون أريبش زمش خاكت باز أوس مبقت برابخت زتنا أوكني مبسيت حبسات جلقنا يزغاتتوب имя бгазацара дырат салона инуцгаги ишечкази вебшмаза конференцияко а дискуссия от клубко эраубартр хапхазара чиқоба республика цара дырат конференция зигре ха гвахарадуна харцайчва хаважлар ирыдыркылас акакны қалет цара дырат цургакца артра уерхала дырхует и вебшим ацарадыра знапала папсны урыстылы ахет кулакой урыстылы рехадзо хтыжир таква а университетко апснак пяцарадыра салон урхала дырхует шюекин арзына пшуасасча и вебшим ацарадыра экспертча а методика терцайча уха убаса дзюрве а экспертча харта захшарала апснак пяцарадыра салон имя пысити хараку жларбжаратпе а стандарт кой накуршана. Хугуяна гует асепша усмепкатко речкара, а царадыра шнахует и хау авиазаров. Яхеги яхарца алшует, я его ашуксазы, хугуи что и хай нарт баана, амепгара обснаю батпе, а царадыра салон. Уважаемые коллеги, позвольте вас поприветствовать. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена итогам прошедшего салона образования, первого абхазского салона образования. Это стало знаковым событием для нашей республики. Такого рода мероприятие ранее не проводилось. И сегодня это переход на новый уровень во всей системе образования. Те проблемы и те задачи, которые стоят перед системой образования, ставят перед нами новые вызовы. И, естественно, основная задача Министерства образования – это внедрение современных подходов в решение этих проблем. И первый салон образования – это международная площадка для обсуждения, дискуссий на тему решения существующих проблем, обмена опытом педагогического сообщества, экспертов в образовании, организаций, которые работают в системе образования, а также выработка определенных методов решения и улучшения качества образования. Это событие на самом деле мы считаем станет таким переходным этапом, когда мы уже выходим из постсоветской депрессии, да, системы образования, переходим на совершенно новый уровень и говорим уже о развитии, а не о латании дыр. И для нас большая радость, что наше все педагогическое сообщество и вся система образования очень живо откликнулась на инициативу Министерства образования, и мы с вами наблюдали аншлаги практически на всех мероприятиях, которые проводились в рамках образовательного салона. И в рамках 2 дней работы прошло более 8-10 различных мероприятий, в том числе впервые Республиканская педагогическая конференция. Мы провели в первый день пленарное заседание с участием министров образования республик дружественных, да, Республики Абхазия, которые приняли активное участие, рассказали о существующих проблемах в своих странах, поделились своим опытом. Также в рамках первого абхазского салона образования, что для нас является на самом деле гордостью, была проведена выставка образовательных организаций и учреждений. Здесь мы рассказали о достижениях системы образования республики. Были представлены организации, которые как работают в системе образования,
так и являются организациями, способствующими развитию системы образования. Ну, к примеру, такие организации, как Фонд развития языка, там, информационные агентства, которые развивают информационную систему по заказу Министерства образования. То есть мы представили объем работы, проделанный Министерством образования и сопутствующими организациями за последние несколько лет. И наши организации получили большой опыт. Большинство из них ранее не участвовало в подобных мероприятиях. И к следующему году, я думаю, объем представленной продукции еще больше расширится. Мы планируем расширить и количество международных организаций, которые примут участие в выставке. Общество очень высоко оценило само мероприятие во всех аспектах. Как уже было сказано, в рамках этого проекта была проведена республиканская педагогическая конференция, посвященная развитию системы образования в Республике Абхазия. Было озвучено много вопросов, касающихся организации учебно-воспитательного процесса в наших школах. Вопросы были разного характера, они охватили широкий спектр наших всех проблем. Могу сказать конкретно, поднимались такие проблемы, как что такое качество образования, как поднять качество образования в современной школе, какие существуют проблемы для решения этих вопросов, в чем заключается эффективная деятельность общеобразовательных учреждений наших, как роль патриотического воспитания в процессе формирования личности учащихся. Это актуальная тема не только в наших школах, но и в школах Российской Федерации. В чем заключается эмоциональное благополучие нашего дошкольника, какого мы сегодня малыша имеем в дошкольных учреждениях, и как мы его готовим сегодня к школе. В конференции еще много таких вопросов, которые решают наши учебно-воспитательные вопросы. В конференции принимали участие наши учителя, методисты, руководители школ, колледжей, представители высших учебных заведений, в частности, Абхазский государственный университет. Также принимали участие заслуженные учителя Российской Федерации, методисты, руководители школ и колледжей города Москвы. Конференция была очень живая, дискуссии было, принимали участие в дискуссиях и наши учителя. Также приняли участие в конференции наши большие такие издательские компании, как «Просвещение», объединенная издательская компания «Дрофа» и «Винтанограф». Они представили свою школьную продукцию, это учебники и учебно-методическую литературу. Также были озвучены наши проблемы по изданию учебно-методической литературы в наших школах и какие существуют проблемы и перспективы их. С этим вопросом уже выступал Институт педагогики. В основном такого характера была эта педагогическая конференция. Далее, на второй день, как уже было сказано, были организованы и проведены дискуссионные площадки. Дискуссионные площадки по развитию русского языка, по развитию абхазского и абазинского языков. Конкретно я хотела бы сказать о этих площадках, наших дискуссиях.
что модераторами дискуссионной площадки по русскому языку были представители Северо-Кавказского федерального университета. Вот. Какие же вот проблемы были вот озвучены вот на этих площадках? Значит, результаты перспективы взаимодействия Министерства образования и науки Республики Абхазия с Северо-Кавказским федеральным университетом. Айкшахатра, Хасас Шаяхтаз, Донецкая республика, Назги, Южная Осетия, Понпе-Нхотска, Кавказом, Республика Рубжара, Айкшахатра, Рубжарцы, Туи, Телехопшрава, Зиги, Яхбет, Агис, Айкшахатра, Хабжахцаз, Айчшавера Хаман, Ашпижер такого Рустулатви, Харе, Рубжара, Айкшахатра, Хабхекай Бжахцарцазу Хана, Избанзар, Ашкварзара, Ацбара, Хумпада, Ятахуб, Уи Асалон Абхеги, Айчшавера Кахаман, Москва и Пуларача, Ирихадзо, Урыстула Ирихадзо, Шптыжерта просвещением, издательство Драфома, Шптыжертака, Убырт Рылуп, Хара, Арцагвашпус, Хайнупахго, Хашкол Кварчо, Уи Ах Гязараги, Назги, Урыстула и Трыжваш, методика по Чапсахот, Аха Яхар Ходзом, Янахтаху. Избанзар Ахкогит Шпиоп, Назги Арцайчар Хала, Иртахошку, Алларху. Хауи Амме Ипцатоп, Яра методикой Шахто, Чоци и Тыжзар, Чоци Айзара методика Итцану, Республика Ча, Уса Заозар, Яхто методика по Агану, Ашкол Корчо, имя Пахгарц. Зигздро Хазгидыкацам, Арцуисум Шаги, Ацарицаларов, Бризохан, Апыфи Мадаразахдзо, Харахпыфа, Дара Ирахайд, Дарарпыфа, Харейхахайд, Яхзымдруаз и Чахцайд. Проблема комачдзам, Ацарадыракна, проблема кораги мачдзам, Рустплаги мачдзам. Уагирму по проблему куирасуна, Уртыр проблема куки Харейхахайд, Ахайшпакадзат, Пишпазнит, Яшана, Абри Ацарадырат по процессакнуха, Абриопи Харака по Заракус и Куглаз. Хашпазнери, Шпахадзари, Яха Хацаю, Яшана Амю Дишпаква Цари. Абри проблема ко алби хараги обсеичка наиқаса асалонны яра клуб кортники. Была дискуссия и с руководством кабинета министра, и с руководителем государства на этот счет. Хотелось бы еще раз рассказать схему, да, как у нас вообще сегодня происходит обеспечение учебниками. То есть те учебники, которые издаются Министерством образования, они доступны для наших образовательных учреждений бесплатно. То есть государство оплачивает выпуск и распространение этих учебников. Что же говорить о тех учебных программах, по которым мы работаем, то есть рекомендованных Министерством образования учебников Российской Федерации. Естественно, все эти годы у государства не было средств для того, чтобы приобретать эти учебники. То есть, если мы провели оценку, да, о суммах, которые необходимы для того, чтобы приобрести, то речь идет о порядка сотни миллионов рублей для того, чтобы на всю республику обеспечить наших детей этими учебниками. Конечно, эта сумма большая для нашего государства, и решить этот вопрос в одночасье не получится. Сегодня достигнуты предварительные договоренности с издательскими домами о том, чтобы отпускная цена этих учебников была значительно ниже, нежели она есть сейчас. То есть из-за того, что они приобретаются уже после третьих-четвертых рук, для конечного покупателя цена очень высокая.
И мы здесь говорили о том, чтобы значительно снизить эту цену для того, чтобы он стал более доступным. И вторая часть задачи, которая перед нами стоит, это датирование приобретения части учебников. На первом этапе мы рассматриваем приобретение учебников для сельских школ, многодетных семей, то есть для тех, в которых это на самом деле сложный процесс. И для нашей системы образования это, конечно, такой краеугольный камень, который позволит двинуться на следующий уровень. Конечно, основная задача Министерства образования – выпуск учебников всех образцовых видов. Конечно, для нашего небольшого государства это сегодня непосильная задача, это огромное количество институтов, которые должны разрабатывать все эти учебники, помимо того, что их надо выпустить. То есть это работа, конечно, будущего. Но сегодня необходимо решить ту проблему и тот вопрос, который стоит перед нами сейчас. Я хотел бы выразить благодарность нашему педагогическому сообществу, руководителям образовательных учреждений за активное участие в прошедшем мероприятии. И отдельную благодарность хотел бы выразить нашим волонтерам, которые на самом деле украсили наше мероприятие. И все гости, которые приехали, отмечали особенно воспитанность наших детей. И поэтому это наша большая гордость. И я могу с любой высокой трибуны заявлять, что у нас очень светлое и яркое будущее в лице таких конкретных детей, которые на самом деле украсили наше мероприятие.